всем обидно, если кто-то не выстрелит. Абсолютно верно. Вот. Вот дальневосточная традиция — это луки вот с таким вот специальным элементом, который называется сейчас рог. То есть это дополнительный рычаг, выкидывающий тяжелые стрелы. А вот традиция, скажем так, среднеазиатская, южноуральская, русская, турецкая, это больше вот такие вот луки. Там меняется немножечко центр тяжести и вынос рукояти. Но основная черта — это вот короткое плечо лука, заканчивающееся не рогом, а вот таким вот зацепом для тетивы. Да, то есть, и вот очень много, например, русские в 16-17 веке используют луков, но нет исторических свидетельств, где они делались. То есть, по всей видимости, у Московского царства, если были тогда лучные мастерские производства, то оно было очень маленькое. Вот, и как вот, собственно, оружеведы сейчас считают, основная масса луков завозилась из Турции и из Ногайской Орды. Тогда производство было, по всей видимости, неплохо налажено в этих регионах. И про лошадей, если можно. А про лошадей, ну, в принципе, есть интересный очень факт, что в русской культуре лошадь называется часто конь. Конь — это на самом деле ногайская порода лошади. Маленькая, низкорослая и очень выносливая. То есть их завозилось в 16-17 веке настолько много, что просто эти два понятия совместились, в голове, то есть они стали друг друга дублировать. То есть лошадь стали конем называть, и коня стали называть лошадью. А изначально это вот так. И завозилось огромное количество поголовий, там просто по документам, там просто десятки тысяч табуны гнали. Что в армии требовалось очень много, и основа армии была как раз именно поместная конница. Поэтому, и плюс был частый падеж, то есть тогда не существовало науки, ветеринаров, собственно говоря, врачей. Был частый падеж и постоянное восполнение от боевых потерь, постоянное пополнение от естественной убыли, от болезней. За счет во многом Ногайской Орды. Говорю, еще раз, не один раз мне эти документы попадались, это такой, собственно, исторический факт. Спасибо.